Северная Осетия официально начинает сотрудничать со Всемирным банком. В рамках программы поддержки местных инициатив республика отберет ряд социально значимых проектов для совместной работы. Сегодня представители Всемирного банка встретились с председателем правительства Северной Осетии Сергеем Токоевым. Премьер подчеркнул, к подобному сотрудничеству мы шли не один год. Сейчас республика действительно заинтересована в таком взаимодействии. Первый шаг давайте сделаем. Мы со своей стороны готовы и с интересом подойти к этому вопросу, с пониманием той полезности, которую это дает. И надеемся, что первый блин не будет комом. В начале года Владикавказ вошел в тройку городов России, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Кроме того, работа по формированию благоприятного инвестиционного имиджа сейчас активно ведется во всех республиках Северного Кавказа. Директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Михаил Рудковский отметил, что Северная Осетия является одним из приоритетных регионов для работы. Сотрудничество Северной Осетии непосредственно соответствует той миссии, которую несет Всемирный банк, и тем задачам, которые Всемирный банк должен решать в первую очередь, а именно это преодоление бедности и достижение всеобщего благосостояния. В условиях геополитической напряженности неясно, когда Совет директоров группы Всемирного банка рассмотрит проекты российских регионов, пока они остаются подвешенными в воздухе. По словам представителей учреждения, работу над документацией продолжат, надеясь на улучшение обстановки. Самые интересные республиканские проекты будут отобраны в ближайшее время. Уже завтра Северная Осетия подпишет со Всемирным банком меморандум о взаимодействии. Кроме того, планируется заключение соглашения о предоставлении консультационных услуг между Всемирным банком и Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики республики. Яна Гайгиева, Самас Кучиев, Осетия ТВ.